В 2018 году в районе Дарья-Бою города Кульджа китайские полицейские задержали 63-летнего Турахуна Чорибая и 57-летнюю Шадию Закир. Согласно информации радио «Свободная Азия», дочь Турахуна и Шадии, проживающая в Голландии, сообщила, что ее отца, вышедшего на пенсию после того, как он проработал 30 лет на одной из электростанций города, осудили на 8 лет, а ее матери дали 7 лет тюремного заключения за общение с ней. Мархаба также подтвердила, что в день ареста родителей был задержан и ее брат, которого вскоре отпустили и разрешили вернуться домой, куда поселили китайцев для слежки за ним. По сообщениям South China Morning Post, протестующие в Гонконге подожгли баррикады, расположенные у входа центральной станции метро, а группа митингующих разобрала тротуарную плитку на проспекте Квинсвей вблизи станции Адмиралти. Митингующие, находящиеся на улице Педдер, подожгли картонные коробки. Стало известно, что Индия произвела предоплату за зенитно-ракетные комплексы С-400, поставку которых Россия осуществит в течение 19 месяцев. В интервью телеканала «Россия-1» помощник президента Российской Федерации Юрий Борисов заявил, что индийские коллеги произвели оплату аванса и что поставка систем противоракетной обороны в Индию будет осуществлена в соответствии с договором, а именно в течение 18-19 месяцев. Министр иностранных дел США Майк Помпео заявил, что Талибан не сможет добиться желаемого результата с помощью терактов. Обращаясь к американским СМИ, Помпео заявил, что организовав теракт, в результате которого погиб 1 американский солдат и 10 мирных жителей, Талибан пытается укрепить свои позиции на переговорах. Госсекретарь США подчеркнул, что процесс возобновления переговоров зависит от следующих шагов талибов и напомнил, что власти США будут внимательно следить за процессом. В результате нападения на гуманитарный конвой в районе Дабла-Кельба в Буркина-Фасо было ранено 10 человек. Число погибших в терактах, один из которых был совершен при помощи мин, а остальные 2 с использованием огнестрельного оружия, составило 29 человек. В письменном заявлении министра сообщения Буркина-Фасо Рамиса Фульгансе указывается, что нападение, в котором погибло 14 мирных жителей и 15 сотрудников конвоя, было совершено в воскресенье.